Всем здравствуйте! В эфире телеканала Прибой ТВ «Прибойные новости» и с вами ваш информационный гид Магомед Манафов. Никита Васильев – человек, который проехал на велосипеде 5000 километров. С чувашским путешественником пообщалась Ксюша Майорова. Наверняка каждый хоть раз в жизни мечтал о том, чтобы оставить свои повседневные заботы и отправиться в далекое путешествие. Однако в реальности на это способны лишь немногие. Наш репортаж об одном из таких людей. Житель города Чебоксары, 22-летний Никита Васильев, весной этого года отправился на своем велосипеде из родной Чувашии по городам России. Этого молодого человека можно назвать российским Уолтером Митти. Только он путешествует не на машине, не на самолете, а вместе со своим другом и соратником велосипедом. Он проделал долгий путь в 5000 километров. Смелый велосипедист Никита Васильев путь держал на Крым. Объездив полуостров, Никита отправился на Кавказ. Чебоксарец начал свое велопутешествие 9 апреля 2014 года. Ну а северокавказское путешествие началось от Туапсе 31 августа. Сейчас он находится в Дагестане. Ну, во-первых, привет. Привет. Как давно ты уже находишься здесь? Ну, в Дагестане я сейчас примерно 6-й день, 5-й, 6-й, уже даже не могу вспомнить, потому что меня так приняли. Хорошо встретили, кстати? Да, очень хорошо. Кавказская кухня как тебе? Ну, с ней я особо сильно не познакомился. Как так? Ну, еще не довелось, но еще весь Дагестан у меня впереди. А, вот так да, вот. Ну, ты знаешь, да, что здесь национальное блюдо хинкал? Да, слышу. Никита, мы знаем, что ты уже проехал где-то около 5000 километров на своем велосипеде. Можно сказать, это тебе уже друг, наверное, да? Конечно, это такой компаньон-напарник. Близкий? Вообще, людей ближе, наверное, нет, чем он. Понятно. Ну вот скажи, для чего ты это делаешь? Да, но если возвращаться к истокам, я учился в Чувашском государственном педагогическом университете, то есть на географа. И вот это путешествие, оно, в принципе, как можно сказать, моя практика. Она мне пригодится в будущем, потому что я хочу заниматься педагогической деятельностью, работать, трудиться с детьми, рассказывать. И будет хорошо, если покажу все то, где я объездил. Конечно, это же здорово, когда учитель сам побывал. Ну, я за тебя на самом деле рада. Теперь расскажи, пожалуйста, где ты уже побывал? 5000, на самом деле, это огромное количество километров. Для меня, если честно, мне лень, допустим, остановку пройти, я лучше ее проеду. А уж тем более на велосипеде для меня это что-то невероятное на самом деле. Есть такое. Да, я поехал вниз по Волге, побывал в Саратовской, Волгоградской области, в Пензенской, Ульяновской, в Республике Мордовия, в Краснодарском крае, в Крыму побывал. С Крыма я уже поехал по Черноморскому побережью до Туапсе. И вот как мой этап был проехать все республики Северного Кавказа. И я достиг своей цели. Вот сейчас я на берегах Каспия, уже искупался. Серьезно? Да. Холодно? Да нет, чего, нормально. Нормально? Конечно. Так что северокавказский этап у меня закончен. Видите? То есть Дагестан — это конечная точка на Северокавказ? Да, ну получается, что так. А дальше я уже собираюсь ехать на Азербайджан, уже зимовать. Хочу посмотреть Южный Кавказ, то есть не только Азербайджан, но Грузия, Армения. Дальше, может, поеду в Турцию. То есть на велосипеде? Планы. Да, все на велосипеде. Слушай, ты не боишься? Ну а что бояться? Уже полгода проехал. Бояться уже нечего. Как твои родители? Не переживают за тебя? Ну, мама, это мама, она всегда будет переживать, да, ну, это ничего не скажешь. Ну, она понимает, что это мое дело. Сколько ты так хочешь проехать? Сколько вот продлится твое путешествие на велосипеде? У тебя есть вообще то время, когда ты остановишься и вернешься на родину? Честно, не знаю, но пока у меня все устраивает, мне все нравится. Я не знаю, что я буду делать, когда я вернусь домой. То есть я настолько привык к этому режиму, что не вижу себя пока в другом. То есть я к этому тоже не сразу приходил. Постепенно. Раньше я путешествовал автостопом, но потом в итоге пересел на велосипед. Поэтому все так. 3 раза начинал университет, 3 раза бросал. Почему?
Ну, вот все так же, по сути. Просто все приходит к трассе, что это трасса как мой храм. Твоя стихия, скорее всего, дорога это твоя стихия. Вот для кого-то стихия это плавать, да? Да. Для кого-то стихия это летать, а для тебя вот дорога. Все верно, все так и есть. Это твое. Ну скажи, пожалуйста, ты побывал вот в нашей республике, да, ты уже здесь 5 дней. Ну, общеизвестный факт, то, как относятся к дагестанцам в других городах. Да. Не очень хорошо, правильно? Не любят, что танцуют лезгинку, не любят, что стреляют вверх и так далее. У тебя было такое отношение? Изменилось ли оно по отношению к этим людям? Ну, вообще, Кавказ для меня был загадкой, потому что вообще Северный Кавказ для всей России это загадка. Только воспринимается также опять по стрельбе, по другим. Как говорится, семьи не без урода. Везде хватает. Ну, стрельба, это ничего в этом плохого нет, естественно. Но, конечно, если ты в гостях, нужно вести себя в любом случае хорошо, ну, не показывать себя с плохой стороны. Так же, как я. Я представитель Чувашской республики. Я должен выказывать лучшие отношения с лучшей стороны, потому что по тебе потом будут судить о республике. И вот это самое главное правило. Веди себя хорошо в гостях, чтобы... Тебе сложилось хорошее мнение, конечно. Осталось оно, ну, соответственно, его уже передали. Тут все элементарно. Почти невозможно ездить спокойно просто. Почему? Это тебя везде приветствуют? Да, это вот начиная вот из Ингушетия, Чечня, вот Дагестан постоянно останавливаются на дорогах. Либо просто сигналят, либо останавливаются и спрашивают, что, как. Ну ты же понимаешь, ты же блондин, ты русский мальчик. Здесь, конечно, есть блондины, да, есть светлые, но у нас здесь более, наверное, можно отличить это нос наш кавказский, да, подбородок, щетина. Ты, соответственно, немножко другого такого европейского типажа, несмотря на то, что чуваши это все-таки к тюркским народам относятся. Раз уж мы заговорили за тюркские народы, да, чуваши, точнее чувашский язык очень схож с кумыкским и ногайским. Да, это еще похоже балкарский и карачаевский. Да, вот еще и татарский, я тебе скажу, ну, казахский, да. башкирский, турецкий, азербайджанский, в общем, на самом деле много этих языков. Да. Ты сам знаешь свой язык? Честно, не очень хорошо. Почему? Но дело в том, что это, наверное, везде такая проблема, когда люди переезжают в город, корни забываются. Учусь любить свой народ через другие народы, понимая вот свой народ через другие. И вот многие вот на Кавказе почему-то очень хорошо чтят традиции. Как бы я, человек, который тоже был в Чувашии и достаточно долгое время, 1,5 года я прожила. Мне очень понравилась на самом деле республика, мне очень понравился город Чебоксары, я его полюбила. Я скажу так, что даже у меня самая моя любимая, самая лучшая подруга живет именно в Чебоксарах, Саша Голубева. Очень известная девочка, певица, КВНщица и, соответственно, работник радиостанции, место радиостанции МФМ. На самом деле город замечательный, он очень маленький, он очень чистый. Да, там нет таких традиций, как здесь, да, там чуть-чуть поменьше уделяет, наверное, к этому внимание, но, по крайней мере, молодежь, я скажу так, что молодежь Чувашии, она очень органична, она живая. Это, наверное, самая живая молодежь, которую я когда вообще либо видела. Те студвесны, которые проходят у вас в Чебоксарах, они не сравнятся ни с какими московскими, ни с какими самарскими, ни с какими, не знаю, уфимскими. Там в Петербурге что проходит. Это самые лучшие студвесны, которые я вообще когда-либо видела. Потому что на самом деле молодежь умнички, они молодцы в этом плане, они стараются, они делают то, что нужно. Ты вообще участвовал в них? Честно, я в студенческом активе не особо сильно отличался. Почему? Ну, опять же, я такой человек, сам по себе по натуре одиночка. Также я трассу люблю только в одиночестве. Ну, то есть никого с собой не беру, хотя люди иногда просятся в разных местах. Давай я с тобой, говорит, проеду чуть-чуть. У меня, говорит, не хватает духа на это. Я, ну, конечно, приходится отказывать, потому что у каждого свой путь. И сам должен к этому прийти, я тут ничем не помогу. И поэтому я одиночка в этом плане. Слушай, тебе не страшно? Бывает, что ты едешь ночью? Нет, ночью я не езжу.
Нет, Да, только днем, нет, да? Ночью ты стараешься спать. Нет необходимости ездить ночью. Я не спешу, рекорды не Почему? ставлю. Потому что вот хочется отдыхать. Конечно, досыпаться. опасно ночью, тем более ездить по трассе. Нет, это зачем? Днем мне хватает. Спокойный Слепой. туризм, да? Конечно, палатка есть, я палатку расставил спокойно до заката и спокойно в ней отдыхаю. Понятно. Ну, все, что мы хотели узнать у нашего замечательного туриста Никиты из Чувашии, наверное, мы узнали. У тебя есть, кстати, колоссальная возможность передать привет своей маме, сказать, что ты жив, здоров, чтобы все хорошо. Ну да, я хотел бы передать в общем вообще всей Чувашии привет. Надеюсь, я не позорю свою республику. Достойно. Ни в коем случае, Да. поверь, нет, ни в коем случае. Ты достойно приехал, мы тебя встретили, ты жив, Да, здоров. Я подтверждаю это. Да, вот и хочу рассказать, что Кавказ, на самом деле ничего страшного здесь нет. Здесь живет гостеприимный, гордый народ, от которого есть чему поучиться просто. И все желающие могут спокойно приехать, ничего не боясь, не опасаясь за свою безопасность. Вот так вот. Ну, в общем, Никит, я тебе желаю хорошей, чистой, удачной дороги. Я надеюсь, что мы видимся не последний раз с тобой. Надеюсь. Приезжай к нам еще, мы тебя будем очень рады видеть здесь. Всего хорошего, удачи Спасибо тебе. большое. Вам тоже Давай. всего доброго. До скорых встреч. В свою очередь, желаем Никите достичь всех вершин и поскорее вернуться на родину, в свою родную Чувашию, ведь там его ждут близкие. Ксюша Майорова, Магомед Зурканаев, Магомед Амирханов специально для Прибой ТВ. Обучение в автошколе стало обязательным для получения водительских прав. Соответствующее постановление 27 октября подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Посещение автошкол становится теперь обязательным. Самоподготовка больше не допускается, заявил глава Кабмина. Очень важно, чтобы за руль садились те, кто умеет ездить на машине. Для этого необходимо усовершенствовать правила получения водительских удостоверений, добавил Медведев. Глава АвтоВАЗа уточнил стоимость Lada X-Ray. Цены на базовую версию новой модели АвтоВАЗа Lada X-Ray будут начинаться от 430 тысяч рублей. В сентябре Андерсон уже сообщал, что Lada X-Ray будет стоить 500 000 рублей. Однако тогда не уточнялось, о какой именно версии модели идет речь. Затем весной 2016 года мы запустим Lada X-Ray Cross. Ориентировочная цена этого автомобиля 500 тысяч рублей, уточнил Андерсон. Серийное производство седана стартует в сентябре 2015 года, а его первый кузов будет изготовлен уже 1 ноября. Зинедина Зидана отстранили от работы в мадридском Реале. Известный в прошлом французский футболист Зинедин Зидан отстранен от работы с молодежной командой мадридского Реала. Специалист не сможет работать с подопечными в течение 3 месяцев. Причиной этому стало отсутствие у Зидана лицензии необходимого уровня, на что пожаловалась Национальная ассоциация тренеров Испании. При этом представители мадридцев утверждали, что формально наставником Кастильи является Сантьяго Санчес, а Зидан занимает пост его ассистента. Бывшая супруга Орландо Блума закрутила роман с очередным олигархом. Еще пару месяцев назад 31-летняя экс-супруга Орландо Блума грелась на яхте 46-летнего австралийского олигарха Джеймса Паркера близ берегов Испании, а сейчас ночует в роскошном особняке миллиардера Стива Бинга. Минувший уикенд модель Миранда Кэр была замечена папарацци с 2-летним сыном Флином, заходящими в массивные двери виллы владельца строительной империи. Спустя несколько минут хозяин дома, седоволосый Стив Бинг, также появился на крыльце. Примечательно, что заранее спланированное появление пары по отдельности тут же стало причиной разговоров в прессе. Crossblade – гибрид автомобиля и самолета. Аризонский стартап Crossblade представил концепцию транспортного средства Sky Racer, способного передвигаться по автомобильным дорогам и по воздуху.
Skycracer – это гибрид небольшого самолета и автомобиля. Горизонтальный полет обеспечивает два пропеллера в хвостовой части, приводящие в движение электрическими моторами мощностью 150 лошадиных сил. Крейсерская скорость по задумке разработчиков составит около 500 км в час. Необычное транспортное средство характеризуется вертикальными взлетом и посадкой. Это были прибойные новости на телеканале Прибой ТВ. С вами был ваш информационный гид Магомед Манафов. Увидимся скоро. Всего вам доброго.